Друзья, всем привет! Я отправился в небольшое путешествие по Монголии, увидел много чего интересного, лошадь Пржевальского, оленей, памятники тюркской культуры 7-8 века. В общем, очень много чего интересного. Поэтому смотрите обязательно мой блог из путешествия. И сегодня день первый. Приятного просмотра. Поехали! Schwanz, Antelope. Weiß, Schwanz. Franzl, Antelope. Еще встретим, наверное, да? Что, друзья, вот мы и приехали в Хусте-Нур. Здесь у нас туристический комплекс, несколько юрт. Сейчас пойду вам показывать, а сперва покажу нашу юрту, где мы, собственно говоря, и остановились. Итак, вот наша юрта. Вот здесь буду спать я. Вот мои вещи все. Так, ладно, выходим на улицу. Так, ну уже темновато стало. Ветерок задувает, наверное, сильный. Так, вот соседняя юрта. А вот и наша юрта. Место очень красивое. Мы еще до этого были в музее. Это я записывал на камеру. Так, хочу показать вам кухню. Здесь у нас кухня. Друзья, поездка наша будет целых 10 дней. В этом месте мы пробудем 4 дня, по-моему. Завтра еще будем, сейчас я вам покажу, на камеру, в принципе, уже снимал. Будем делать, получается, пол для юрты. Ну, завтра все увидите, я думаю, все это засниму тоже. Сейчас пойдем пить чай. И еще в 3 местах мы побываем, в 2 местах. В Каракаруме и в водопаде. В общем, все посмотрим. Думаю, все будет интересно. Всю дорогу я практически спал, чуть-чуть снимал, поэтому особо не могу поделиться впечатлениями о поездке. И мы еще заехали в музей. В музее я тоже маленько на камеру поснимал. Ладно, друзья, следите за каналом. Продолжаем съемку. Вот эту штуку разбираем. Невероятная красота. Друзья, продолжаю свой блог из поездки. Уже сегодня 3-й день. Я немного сегодня поработал. Там разбирал вот эти вот подмостки, или как сказать-то. Ну, то, на чем стоит юрта. В общем, я на камеру заснял
памятник тюркской культуры 7-8 век. Затем лошадь Пржевальского мы видели, лошадь Пржевальского заснял, оленей. Ну, правда, очень далеко, ну так, немножко все равно видно. Это все будет в отдельных выпусках, потому что там, в принципе, выпуски тоже неплохие такие получились. Ну, все это я снимал на камеру. Сюда в один этот не получится объединить. Ну, смысла нет. Что могу сказать? В принципе, поездка очень интересная. Все мне нравится. Ночевали мы с открытой дверью 2 ночи. И я думал, меня продуют, замерзну, но нет, нормально. Видимо, все-таки здесь воздух совершенно другой. Если бы ночевал бы в квартире, да, то обязательно бы, я думаю, продуло бы. А почему-то на природе нормально. Не знаю, как это работает все. И, друзья, смотрите, что мне главное хочется сказать, да. Мне кажется, да вернее, это истина и есть, да, такой вот детокс, да, от социальных сетей, интернета, даже просто телефона, да, он необходим на самом деле, потому что у тебя есть возможность отдохнуть от постоянных новостей, каких-то эмоций, да, ты постоянно не сконцентрирован, получается, ты все время отвлекаешься, да, там, о, что случилось, что-то, да, быстро реагируешь, да, там, на сторисы, сам сторисы пилишь. Ну, в общем, это очень сильно, на самом деле, расшатывает нервную систему. Поэтому ко всем коренным народам обращаюсь, советую на своих родовых местах устанавливать юрты, приезжать в них, жить какое-то время со своей семьей. Смотрите, друзья, видите, в юрте нет углов, да? То есть о чем это говорит? Когда вы приедете в свою юрту, да, на своем родовом месте, у вас будет возможность со своей семьей провести полноценный отдых. Я думаю, не надо даже там на море ехать куда-то или еще что-то. То есть вы в доме, где нет углов, где все друг перед другом, да, вы все время в контакте с собой, ваши дети не отвлекаются на телефоны, ну, даже ваша жена, вы сами, да, там, не следите за всем. У вас есть возможность просто побыть с семьей, пообщаться о чем-то важном, пообщаться о жизни, о ценностях, ну, как-то время очень классно провести. Потому что сейчас, в наше время, к сожалению, мы все зависимы от социальных сетей, постоянно в них сидим, очень много времени этому уделяем. А на самом деле, если так разобраться, это же не самое важное. Важное все равно это близкие и твоя семья, то, какой путь ты выбрал, какие цели преследуешь. Вот это важно. И, кстати, вот здесь, когда ты так, получается, оторван от интернета, оторван от постоянных этих новостей, от общества, да, в общем-то, есть действительно время, повод подумать о своей жизни, о своем пути, правильно ли ты двигаешься, куда двигаешься, да. Поэтому я вот вам, друзья, всем вообще советую, да, ну, особенно коренным народам, потому что у нас у всех есть свои родовые земли. Своих родовые земли надо хргэха, да, восстанавливать, устанавливать, мне кажется, это хороший способ все-таки, ну, укреплять свою семью, семейные свои ценности, да, ставить там юрты, это будет повод приезжать постоянно, какое-то время там проводить, общаться со своей семьей. Ну, может быть, это, конечно, не всем как бы по карману, да, но мне кажется, надо к этому стремиться. И что-то в этом все-таки есть, то, что в юрте нет углов, да. Я в первый же вечер об этом задумался. Потому что мы, да, в своих квартирах, да, каждый в своей комнате заперся, да, в каком-то своем мирке. Все как-то разобщены, не общаемся. Все в телефон уткнулись, да, и все. Никакого общения, да. А такое общение, конечно, оно необходимо, потому что, ну, главное же это все-таки твоя семья. И
В других блогах будет уже, получается, тот материал, который я заснял о памятниках, о животные. Ну, потому что все-таки это камера, на камеру всегда лучше будет, потому что она для этого, собственно, и создана. Здесь я буду, как я сейчас понял, вести просто такой разговорный блог, да, потому что здесь мыслей тоже много приходит. И что еще хочется сказать? Устраивайте для себя, для своей семьи, главное, да, такие детоксы информационные. Старайтесь куда-то уезжать в глушь, где нет интернета. Тогда просто у вас будет возможность сесть, поговорить с семьей, может быть, какие-то проблемы уладить. И я считаю, что это лучше, чем поездка на море или еще куда-то, потому что там, это тоже надо, конечно, да, потому что это, разнообразие необходимо. Но вот так вот куда-то выехать, вспомнить свои корни, свою идентичность, посидеть друг с другом, поговорить, провести время с детьми, с супругой, да, это вообще, я думаю, очень дорогого стоит. И, возможно, это даже круче, чем море, допустим, или еще что-то. Ладно, друзья, сейчас я пойду маленько еще на камеру с телевика поснимаю вот этот вот комплекс наш юрточный. Ладно, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи.